эфире новости спорта. В студии Ольга Башук. Здравствуйте. Футболисты «Зенита» обыграли стамбульский «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующий раунд второго по значимости клубного европейского турнира. Матч, который стал для «Зенита» первым домашним в 2019 году, прошел на стадионе «Газпром-Арена» в присутствии более 50 тысяч зрителей. Еще на 4-й минуте Магомед Аздоев с шикарной передачей грудью новичка команды Сардара Азмуна открыл счет. Довольствоваться только результативной передачей иранский форвард не стал и уже на 37-й минуте сделал счет на табло 2-0. Под занавес первого тайма «Фенербахче» благодаря усилиям Махмета Топала все же забил гол, оставив всю интригу на вторую 45-минутку. На 76-й минуте Азмун с передачей Артема Дзюбы оформил дубль и подарил «Зениту» путевку в следующую стадию турнира. Счет стал 3-1, а по сумме двух матчей 3-2. Отметим, что своего следующего противника «Зенит» узнает уже сегодня по результатам жеребьевки. А футбольный клуб «Краснодар» не смог обыграть «Байер» в ответном матче, но все равно вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча завершилась в ничью со счетом 1-1. Единственный мяч Краснодара в этом противостоянии забил 19-летний нападающий Магомед Шапи Сулейманов. Он забил гол прямым ударом со штрафного на 84-й минуте. Отметим, нападающий забил первым ударом в матче. Футболист вошел в игру только на 70-й минуте. Уже на 87-й минуте счет стал равным. Точным ударом отметился Чарлес Арангис. Так как первый матч в Краснодаре также завершился в ничью со счетом 0-0, российский клуб вышел в 1/8 финала благодаря голу на выезде. Команда Мурада Мусаева также узнает своего соперника сегодня во время жеребьевки, которая начнется в 3 часа дня по московскому времени. Главный тренер немецкого футбольного клуба «Байер» Петер Бош назвал заслуженным вылет своей команды из плей-офф Лиги Европы после поражения от Краснодара. Об этом он заявил журналистам. «Заслуженный вылет из Лиги Европы, я разочарован игрой. Жаль, что мы подвели наших болельщиков», — сказал Бош. «У меня сегодня большое разочарование, хочется быстрее забыть эту игру. Сейчас даже думать не могу о предстоящей встрече с Дортмундом, который я тренировал раньше». Напомню, Бош возглавил «Байер» в конце декабря 2018 года. Под его руководством команда провела 8 матчей. «Я доволен играми в Бундеслиге, очень доволен матчем в Краснодаре, однако сегодня был провал», — сказал тренер. Медработники сильной половины республиканской больницы номер 2 выясняли, кто из них сильнее. Соревнование для мужчин приурочено к 23 февраля и проходит в стенах медучреждения ежегодно. В прошлом году они боролись за первенство в теннисе, в позапрошлом в состязании по перетягиванию палки, а в этом году соревновались в функциональном многоборье. Всего вызвалось 17 участников, среди них врачи, медбратья, санитары и сотрудники других отделов. 2 комплекса упражнений с перерывами на 5 минут изрядно вымотали медперсонал. В таких соревнованиях впервые участвую. Вообще первый раз попробовал. Вообще тяжело, оказывается, не знал. Так, упражнения, 3 круговых будет, да? Или как? Первый это взмах гири 16 килограмм, 20 раз. Потом сразу отжимания, 15 раз. И берпи 10 раз. Хорошие новости для тех, кто хочет заняться спортом в городе Якутске. Спортивные объекты открыли свои двери. Расписание посещений вы сейчас видите на своих экранах. Свои двери откроют Дворец спорта 50 лет Победы, спортивный комплекс «Мадун», плавательный бассейн «Самородок» и футбольный манеж «Дахсун». А это были новости спорта. Всего доброго!